Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працуе Марыя Вайтовіч. 33 гады таму, 26 красавіка, у выніку непрадуманых дзеянняў дзяжурнай змены пры наяўнасці слабасцей у канструкцыі рэактара і станцыі ў цэлым адбыўся выбух на 4-м энергаблоку ЧАЭС. Разбурэнне рэактара прывяло да выкіду ў паветра велізарнай колькасці радыёактыўных рэчываў, якія патокамі паветра сталі хутка распаўсюджвацца. Наш сённяшні гость – гэта намеснік начальніка дэпартамента па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльской АЭС Петро Николаенко. Прывітанне, Петро Васильевич. Добрый день, паважаныя слухачы. Паразмаўляем пра тое, што адбывалася пасля аварыі і якая сітуацыя зараз. Нагадаю, што наш жывы эфір можна глядзець на афіцыйнай старонцы еўрарадыё.фм. Таксама глядзіце нашыя стрымы у Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце, задавайце свае пытанні. А мы пачынаем. Петро Васильевич, я думаю, што вось у кожнага з нас ёсць нейкія думкі наконт аварыі ў кагосьці ўспаміну. Вы можаце прыгадаць вось 26 красавіка 33 гады таму. Што адбывалася, як вы даведаліся пра тое, што адбылася аварыя? Вось, я разумею, што гэта магло адбыцца ў тыдзень ці пасля. Вось, што было тады? Вы памяце гэты час? Ну, я памятаю гэты час. Я вучыўся на первом курсе Белорусской сельскохозяйственной академии. И, ну, не помню точно, 28 или 29 я ехал домой. Мои родители и я жили в деревне Крюки, Гомельской области, Брагинского района. Мы с другом доехали до города Чернигова и вечером, и нужно было переночевать, чтобы утром поехать в деревню на электричке. Мы узнали, что электричка до Припяти не ходит. Начали звонить в деревню, чтобы узнать, что случилось, чтобы нас встретили. Но и где-то среди ночи нам уже ответили и сказали, что «а вы не знаете, что случилась авария на атомной электростанции». Но мы все-таки доехали домой, побыли там пару дней, и потом родители сказали: уезжайте отсюда. Мы уехали где-то, наверное, или 1 или 2 мая, а 3 мая начали отселять из деревни детей. 5 мая выселили полностью всю деревню. То есть я сам как бы знаю все это не понаслышке, я через это все прошел. А што адбывалася далей? Вось якая сітуацыя была ў краіне? Што казалі ў навінах, што казалі ўвогуле ўсе, як абмяркоўвалі гэтую сітуацыю? Ну, в новинах было довольно скупо. То есть была информация о том, что произошла авария, что принимаются все меры. Временно произошло отселение населения, что через какое-то время люди возвратятся назад. Но, к сожалению, назад мы так и не возвратились. То есть родители некоторое время жили в Брагинском районе, возле городского поселка Брагин, а затем уже к осени их переселили, дали дом в Будокошелёвском районе Гомельской области. А вы не памятаеце, што казалі дактары? Справа ў тым, што я нарадзілася на 12 дзён раней за Чарнобыльскую катастрофу, ўсё, што утварылася. Я памятаю, што мне матуля распавядала, што доктарка, да якой мы хадзілі, яна ведала, што адбылося, але ж казаць, напэўна, было нельга, так, каб не было там панікі ці там па іншых нейкіх прычынах. Яна казала так: у вас ёсць недзе вёска не ў Беларусі? Матуля казала так, у Расіі. Вось, едзьце туды. І яна вельмі вось так пераканаўшы казала, што трэба ехаць. Моя матуля не разумела, навошта нам ехаць. Там добрае надвор'е, ўсё добра, мы там збіраліся ў іншае месца, так? Вось, і пасля даведаліся. Вось што тады, якая была рэакцыя дактароў менавіта? Ну, к сожалению, я не знаю, какая реакция была докторов, потому что мы уехали и с докторами не встречались. Поэтому не могу как бы сказать,
какая была реакция. Мгм. Як бы вы маглі ацаніць характар забруджвання пасля аварыі, так і зараз, вось праз 33 гады? Якія радыактыўныя элементы ўжо распаліся і што можна сказаць увогуле пра дынаміку? Што адбывалася тады, што зараз? Но если брать аварию чернобыльскую, то по экспертам, по оценке экспертов МАГАТЭ, оцениваются аварии по 7-бальной шкале. Это единственная авария была на то время, которая была оценена в 7 баллов. То есть это была очень серьезная авария. И после аварии пострадала и было загрязнено территория порядка 20 государств. То есть где-то 200 тысяч квадратных километров всего было загрязнено. Беларусь в этом плане пострадала больше всех. Если взять в процентном отношении, то территория Беларуси, на 23% территории Беларуси было загрязнено цезием. Это 46,6 тысяч квадратных километров. Для сравнения, например, на Украина 7%, хотя атомная электростанция была на их территории. Россия 1,5% европейской части. Ну, конечно, Россия большая. По площади, если брать, у них немножко больше, но, во-первых, характер загрязнения, то есть у нас были наиболее высокие уровни, чем в Российской Федерации. За время прошедшее, за 33 года после аварии, конечно, изменилась ситуация. На сегодняшний день у нас загрязнено цезием 27,9 тысяч квадратных километров, то есть в 1,7 раза загрязнение снизилось. По стронцию в 1,9 раза снизилось. Оно и будет и дальше снижаться. Во-первых, у нас уже прошел период полураспада. Первый период полураспада стронция и цезия. Он длится около 30 лет. Поэтому за счет естественного распада территории будет освобождаться. И в первую очередь это те территории, которые были в наименьшей степени загрязнены. То есть у нас начинается загрязнение от 1 кюри на квадратный километр. Поэтому в дальнейшем динамика тоже будет идти в сторону снижения. И если, например, после аварии у нас было загрязнено 3678 населенных пунктов, то по последнему уже туру обследования в 2016 году 2193. То есть больше, чем 100 населенных пунктов выведены с территории. И причем вывод населенных пунктов идет не просто захотели и вывели, а это проводится Белгидрометом, обследование обязательное, и только после этого принимаются уже решения. Плюс здесь Минздрав принимает участие, определяются дозы облучения. То есть доза облучения, который населенный пункт, который выводится с территории, не должна превышать 1 миллисиверт в год человека. Тогда принимается решение. Вот очередное уже обследование сейчас идет 5-летнее, а данный процесс идет в течение 5 лет. И уже по окончании 5-летки принимается решение. Вот следующее, к концу 2020 года будет очередное завершен тур обследования и будет приниматься решение о территориях. То есть еще какая-то часть территории будет выведена из загрязнения. Но что касаемо трансурановых элементов, здесь ситуация немножко сложнее. Но хочу сказать, что все трансурановые, не все трансурановые, 97% трансурановых элементов выпало в зоне отчуждения. То есть вы, наверное, знаете, что есть зона 10-километровая зона, потом 30-километровая зона и просто зона отселения. Так вот, основная масса выпала именно в 30-километровой зоне. На сегодняшний день это территория Полесского радиационно-экологического заповедника. То есть эта территория будет еще долгое время, тысячелетие, будет загрязнена. Потому что период полураспада отдельных трансурановых элементов – это порядка 1000 лет. Угу. Дякую. А ось ці бяспечна сёння жыць у зоне, якая была забруджана пасля аварыі ў ЧАЭС? Ну,
Вы казалі, што вось гэтая гісторыя ўвогуле Да. вельмі закранула і вашу сям'ю таксама, вы, напэўна, добра гэта ведаеце. В загрязненной зоне у нас сегодня находится, как я говорил, 2193 населенных пункта. Проживает 1 миллион 112 тысяч населения. Но есть разные зоны загрязнения. Есть зона загрязнения 1,5 кюри, зона с периодическим радиационным контролем, 5,15, 15,40 и 40 и выше. Так вот, основная масса населения, около 90% и населенных пунктов, находится в зоне с проживанием 1,5, то есть зона с периодическим радиационным контролем. И при соблюдении каких-то требований, ну, определенных требований, никаких опасностей это не представляет. Но, во-первых, нужно продукцию, своя продукция проверяется постоянно. У нас есть санстанции, так называемые, они периодически проезжают и отбирают у населения образцы и проверяют на содержание. Можно самому сдавать на бесплатной основе продукцию на проверку, чтобы обезопасить себя. Есть немножко проблема с лесной продукцией. Все-таки, особенно в той зоне, где выше 5 кюри, в лесах, практически половина и ягод, и грибов, они загрязнены выше допустимых уровней. Поэтому в обязательном порядке ягоды и грибы нужно проверять. Если касаться, например, молока и мяса, то в общественном секторе вот за последние годы, где-то начиная с 2011 года, ни одной тонны молока и мяса на переработку загрязненных свыше допустимых уровней не поступало. В личных подсобных хозяйствах ежегодно фиксируется 2-3 случая, когда молоко загрязнено или цезием, или стронцием. Например, в прошлом году было 3 случая по цезию и 2 по стронцию. По цезию это Чечерск, Добруш и Брагин по одному случаю, а по стронцию это 2 населенных пункта Брагинского района. Но здесь, опять же, самые виноваты жители. Согласно программе, которая действует сегодня, для таких населенных пунктов, где есть личные подсобные хозяйства и загрязнены, создаются культурные пастбища для личного скота. Но люди зачастую не используют данные пастбища, а пасут скот где-то на неудобицах, на поймах. Ну и, соответственно, получается загрязнение. Для того, чтобы минимизировать данное загрязнение, за счет госпрограммы данные населенные пункты покупается комбикорм с цезией-связывающей добавкой. То есть он раздается бесплатно населению для того, чтобы люди могли кормить скот и снизить или ниже допустимых уровней. Хочу сказать по поводу и уровней загрязнения. Если сравнивать, например, уровни загрязнения Республики Беларусь, которые с момента аварии пересматривались около 9 раз, и последние они были приняты в 1999 году, наверное, многие знают РДУ-99, то у нас самые жесткие нормы по сравнению даже с таможенным союзом, не говоря уже о Европейском Союзе. Например, по молоку с Европейским Союзом у нас 3,7 раза разница по цезию. Стронций вообще в Европейском Союзе не нормируется, то есть нет ограничений. По детскому питанию у нас 37 беккерелей на килограмм, в Евросоюзе 370, 10 раз. Такая же картина по некоторым позициям и с таможенным союзом. То есть по хлебу там около 5 раз у нас жестче требования. Поэтому... Дякую. Мы працягнем нашу размову пасля невялікага перапынку, спынімся на навіны. Нагадаю, што сёння мы размаўляем з намеснікам начальнікам дэпартамента па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Пятром Николаенко. Слухайце нас далей.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Тытул культурнай сталіцы Беларусі ў 2020-м атрымае ліда. Рашэнне пра наданне такога статуса прыняла калегія Міністэрства культуры. Адзначаецца, што ліда – гэта культурны і прамысловы цэнтр нашай краіны, а таксама другі па велічыні горад Гродзенскай вобласці, візітоўка якога Лідскі замак, помнік абарончага дойлідства 14 стагоддзя. Падрабязней пра гэта на еўрарадыё.фм. Эканаміст Ярослаў Романчук заклікае, не варта неякасную нафту пераводзіць у палітычны канфлікт. Прымаць расійскую нафту, нагадаю, па нафта праводзе дружба ўжо адмовіліся Нямецчына, Чэхія, Польшча, Славенія і Украіна. Прычына ў дрэннай якасці расійскай нафты. Здарылася гэта ўсё на фоне агульнага пагаршэння беларуска-расійскіх стасункаў і скандальных заяў расійскага амбасадара Міхаіла Бабіча, а таксама размоваў пра небяспеку паглыблення інтэграцыі. Пра тое, што насамрэч стаіць за пастаўкамі, гаворыць Ярослаў Романчук. Слухайце і чытайце пра гэтую гутарку на нашым сайце еўрарадыё.фм. У Слуцкім раёне фура наехала на раварыста. Мужчына загінуў на месцы. Яму было 59 гадоў. Гэта здарылася сёння ў 7:40 на аўтадарозе Крычаў-Бабруйск і Вацэвіч у вёсцы Каліта. У Мінску эвакуявалі жыхароў са шматпавярховіка па вуліцы Шырокая 3. Ён быў здадзены ў 2014 годзе. Па фасадзе пайшлі расколіны. Усе жыхары знаходзяцца ў сярэдняй школе нумар 178. Будаўнікі абяцаюць аднавіць дом да 20 гадзіны вечара сёння. Еўрарадыё.фм. Мы вяртаемся ў студыю жывога эфіру Еўрарадыё. Нагадаю, што для вас працуе Марыя Вайтовіч, і сёння мы размаўляем пра Чарнобыльскую АЭС і пра напутствы пасля гэтай аварыі. Гэта трагедыя для ўсёй краіны Беларусі, для шмат іншых краін, якія ведаюць, што была гэтая трагедыя 33 гады таму. Мы размаўляем пра тое, ці бяспечна сёння жыць у зоне, якая была забруджана пасля аварыі ЧАЭС. Гэта было апошняе пытанне, якое мы абмяркоўвалі ў першай частцы нашага эфіру. Так. Ну, по поводу, я уже вроде как все сказал. Надо соблюдать, хочу добавить, что надо соблюдать меры какие-то осторожности, и все будет хорошо. Вы скажите, калі ласка, а вот што бачаць турысты на афіцыйных экскурсіях у зону адсялення? Так, я ведаю, што зараз такія ёсць, і як туды правільна трапіць? Ну, мы называем это не туризмы, не туристы, это информационные экологические маршруты. Это, наверное, будет более правильно, потому что туризм немножко другое направление. Данный вид деятельности начал развиваться в конце прошлого года. Украина туризмом, у них именно туризм, они занимаются уже где-то с 2011 года, около 10 лет практически. И в 2018 году Чернобыльскую атомную станцию, город Припять, посетило порядка 50 тысяч туристов. В 2018 году эта цифра была еще выше. Уже они говорят, что около 60 тысяч туристов посетило. У нас наплыв небольшой на сегодняшний день. За этих, получается, 5 месяцев посетило около 100 человек. Это 17 групп. Если брать по составу, то где-то 58 человек – это иностранцы, 40 белорусы. То есть, ну, больше все-таки это иностранные посетители.
А з чым вось гэтае звязанае трошкі прыпыню так вось цікава, то бок беларусы да гэтага часу яны мабыць баяцца і думаюць усё ж таки что там нельга вось так находиться ці Ну, што? белорусы, наверное, знают эту территорию. Хочу сказать, что зона, она вроде как отчуждение закрытая, но фактически каждый год вот на празднике Радоница у нас посещает зону отчуждения, отселения и тот же заповедник порядка 14 тысяч населения. То есть люди едут, и в эти дни проезд в заповедник, в зону отчуждения, он без пропусков, так как и в этом году будет, с 4 по 7 мая можно будет проехать в заповедник, в зону отчуждения, посетить кладбище. Для этого нужен только паспорт. Проехать через КПП официально и выехать к вечеру назад. Поэтому белорусы посещают, наверное, все-таки больше, и интерес в этом плане меньше. Для иностранцев это, наверное, более такая тема неизведанная и интересная. И если брать вот уже за эти последние дни, у нас еще 3 группы будет, 33 человека, и 29 из них иностранцев. То есть это голландцы, в основном 2 группы практически голландцы. А так у нас и немцы, и поляки, россияне. То есть довольно такой большой контингент. То бок больш за ўсё пакуль голландцаў. А чаму Голландыя? Ну, сложно сказать. Почему. Попасть просто. Необходимо заранее сделать заявку. По оплате в зависимости от того, сколько человек едет в группе. То есть, если 1 человек, то, конечно, он оплатит полностью поездку группы. Группа начинается от 5 человек и выходит где-то порядка там $30 на человека. 340-350 рублей на группу. Если человек захочет один поехать, то все равно эти затраты ложатся на него, потому что здесь это не просто посещение, как в обыкновенный там парк мы куда-то идем или в музей. Здесь обязательное сопровождение сотрудника заповедника, это транспорт заповедника. Здесь же обязательный дозиметрический контроль на входе и на выезде, по определенной мере безопасности. То есть все это обеспечивается для туристов. Вось, дарэчы, цікава, я буду трошки припиняти, так, цікава, чому, наприклад, люди, ось беларусы, так, там на Радоніцу і так далей, так, на Дзяды, яны могуць прыехаць просто по пашпарту. Я так разумею, што суправаджэння ніякага, не трэба там, не патрабуецца. А тут абавязковае суправаджэнне, нейкія меры, як вы кажаце, бяспекі і гэтак далей. Вось. Все равно те люди, которые на Радоницу едут, они все равно на выезде, идет проверка. То есть проверяется и транспорт, и люди. То есть все равно обеспечивается. Но здесь присутствует на контрольно-пропускных пунктах все наши специалисты находятся. Это первое. Дальше на кладбищах находятся тоже наши люди. То есть идет негласный контроль. Это не просто, что мы запустили, и мы не контролируем. И нельзя, например, на данном, это память. Нельзя, например, чтобы люди за это платили. Ну как, вы едете на могилку родных, а мы скажем, заплатите, мы вас проедете. И обеспечить, например, на проезд 14 тысяч и закрепить за каждым специалистов, настолько нет сотрудников. Поэтому идет упрощенный режим. Но здесь на данные 4 дня очень усилена работа и погранслужбы, и МВД, и администрации зон отчуждения отселения, и заповедника. Коли свято, так? Конечно. Поэтому здесь и идет... Меры беспеки, меры беспеки, конечно. И там, и там, так? Да. Меры беспеки, все обеспечивается. И человек, если у него на выезде будет превышение, то и будет проведена дезинфекция машины, а если у человека там на одежде или что-то, я ему порекомендую, что необходимо постирать. Но вообще я рекомендую, даже если у вас чистая одежда, все равно ее простирнуть, потому что пыль, где-то оседают частицы, и нужно
принять самим меры какие-то безопасности. То бок можна яшчэ казаць, што ўсё ж таки там небяспечна. Понимаете, в заповеднике, как я говорил, в зоне, мы же не запрещаем заехать только в зону, которая, я, наверное, вначале не сказал, есть экспериментально-хозяйственная зона и заповедная зона. Так вот, заповедная зона, это входит 30-километровая зона, и мы разрешаем людям проехать и в эту зону. И в этой зоне, как я говорил, уже выпало 97% трансурановых элементов. Поэтому где-то с контакт с землей люди ходят. Сегодня вы видите, какая погода, жарко, пыль. Поэтому где-то пыль оседает. Безопасность, конечно, такая определенная. Умовная. Да, умовная. Если говорить про маршруты туристические, то здесь ситуация немножко другая. Мы их выбирали, исходя из того, чтобы были наименьшие уровни загрязнения. То есть мы не везем, если приехала группа туристов, мы не везем, куда они сказали. Мы предлагаем, у нас на сегодняшний день разработано 2 маршрута пока. Што пабачаць вось людзі, якія туды прыедуць на экскурсію, назовем так? В первую очередь, это природа. То есть мы проезжаем по территории заповедника, где в условиях без антропогенной нагрузки развивается природа. Это и сама растительность, и животные. То есть не редкость, когда они встречаются на дороге, возле дороги, в лесах. Дальше выселены населенные пункты, которые на сегодняшний день в таком полуразрушенном состоянии, но их немногие, а все хотят увидеть. Это быт, который был в те времена. То есть люди уезжали, когда с территории, они все оставили. В минулом столетии. Да, то есть они все оставили. Идет какое-то уже разрушение, потому что время, как говорится, берет свое, и дома разрушаются, где-то они уже вообще разрушились, но мы выбрали те здания, которые на сегодня обеспечивают хотя бы минимальную безопасность, то есть чтобы не было где-то разрушенных элементов, чтобы не было обрушения, и показываем именно те здания, которые мы просмотрели и понимаем, что это наиболее безопасно. Вось я таксама прапаную яшчэ так глядзіць, вось шмат кажуць так пра небяспеку лясных пажараў вакол саркафага станцыі, так? І які ўзнікаюць вось кожнае лета, і мы гэта ўсё ведаем, так? Ці сапраўды яны небяспечны? Что касается пожаров, я, наверное, начну не вокруг саркофагов, а вообще в целом по республике. То есть сегодня у нас, если брать, сложилась очень сложная пожарная ситуация. Не было дождей, снега не было, воды нету, и поэтому в республике очень много пожаров в экосистемах. И виной в этом сами люди. То есть мы же сами их создаем, и потом от них, как говорится, страдаем. Поэтому на сегодняшний день, к концу, наверное, дня будет введен полный запрет на посещение лесов по всей республике. И я хочу слушателей призвать к тому, что не нарушать. Впереди у нас праздники, все захотят выехать на природу, поэтому будет отслеживаться, и это административное, а если случится по какой-то вине пожар, то это может быть и уголовная ответственность. Поэтому мы сами создаем эти пожары. А як вось гэтыя пажары, яны ўплываюць менавіта вось на рэдакцыю, на вось рэдакцыйны фон? То, что касается пожаров в зоне отчуждения или отселения, в последние годы их там незначительно. Больше всего в прошлые годы горела Украина. У нас в зоне отчуждения практически не было пожаров. Были небольшие возгорания, которые локализовали сразу. И, слава богу, надеемся, что и дальше мы будем это предотвращать. На радиационный фон это не влияет. То есть радиационный фон не повышается. И мы на сегодня можем только говорить, что может быть определенная опасность, если, например, нас при сильном пожаре где-то с частицами могут подняться трансурановые элементы. Вот здесь. Но опять же, научно проработано, и наука говорит о том, что они далеко не перелетают. То есть если это горит
зона глубоко, то, соответственно, за пределы зоны оно не вылетит, оно будет смешаться по территории зоны. Если горит где-то на окраине, то там трансурановых элементов нету. Поэтому для того, чтобы еще более как бы эту обстановку изучать, мы с помощью МАГАТЭ вот в этом году планируем, что приобретем специальную лабораторию, мобильную, которая будет отслеживать данную ситуацию, если где-то будет пожар. Она будет на кромке огня отслеживать, как поднимается, как меняется ситуация, и также в населенных пунктах. То есть такие лаборатории есть у нас и в Белгидромете, но она будет скоро у нас в заповеднике, для того, чтобы мы оперативно могли сами на все это реагировать и успокаивать людей. Потому что, конечно, как только в прошлом году загорелась Украина и поднялся дым, то сразу идут звонки с Брагинского района, что горит, насколько это опасно и где горит. Мгм. А вот наша слухашка Настя, она пытается, а разве частицы не поднимаются при пожарах? Я же вам говорю, что цезий и стронций не Не. поднимаются. Они не поднимаются. Но есть вопрос вот именно по трансурановых элементах. Если они горят именно там, где их большое количество, они могут именно вот с пеплом подниматься. Но пепел далеко не полетит, если он тяжелый. Ясно. А вы скажите так само, я памятаю, что ў дзяцінстве таксама, ну, 86 год, я нарадзілася ў красавіку, так, нам казалі, што бацькі нам казалі, мне забаранялі есці цукеркі «Спартак», мыць рукі гомельскім мылам. Вось у мяне нават былі праблемы ў садку, што ну, на мяне там ругалася, там лаялася нянечка, там казала, што ты там нейкая вар'ятка, чаму ты не мыеш рукі там гомельскім мылам і так далей. Ну тут бацькоў усіх, я думаю, можна зразумець, так, усё ж такі гэта, ну, мела месца быць вось тое, што казалі. Вось, напрыклад, мы ездзілі ва Ўкраіну, так, у Гомелі на прыпынку мы не выходзілі ніколі. Ну, сложно мне сказать. Гомель на сегодня он находится в зоне от 1 до 5 кюри, но это уровень загрязнения минимальный. И почему те же конфеты «Спартак», они же произведены даже, если брать не из нашей продукции. То есть какао, бобы мы завозим далеко из-за пределов республики. Ну, добра, масло и все іншае. Ну, масло. Так. На сегодняшний день, например, к примеру, можно взять Полесские сыры, Хойницкий район. Он производит именно твердые сыры, которые полуэкстра. И 90 с лишним % продукции уходит на экспорт. А входной контроль, все-таки, вот как я останавливался, что в Евросоюзе есть уровни загрязнения более высокие, чем у нас. Но входной контроль для той продукции, которую они завозят от нас, у них наиболее жесткие. Они устанавливают для завозимой продукции свои нормы. Поэтому 90% хойницких сыров уходит на экспорт, наверное, говорит о том, что продукция чистая. Вы сегодня не найдете нигде в Минске твердые сыры хойницкое производство, только в Хойниках на заводе в фирменном магазине. Вось у нас уже, на жаль, засталося вельмі мало часу, так? Скажите, шмат увогуле прадукцыі зараз прызнаецца, ну, небяспечнай, вось, калі правяраюць яе? Ну, я на этот вопрос уже отвечал. С 2011 года продукция, которая поступает на молокозаводы и мясокомбинаты, ни разу не возвращалась. То есть она не превышает допустимые уровни. А у нас проходит трехступенчатый радиационный контроль. То есть если брать на мясокомбинат, то идет мясо, проверяется или в живом еще, когда животные еще живые, то есть это прижизненный дозиметрический контроль. Потом проводится после убоя контроль, и готовая продукция проходит тоже контроль. То есть это тройной контроль. Зразумела. Дзякую вам вялікі. Нагадаю, што з вами ў студыі сёння была Марыя Вайтовіч, наш госць, гэта намеснік начальніка дэпартамента па ліквідацыі наступстваў катастрофы па Чарнобыльскай АЭС Пятро Нікалаенко.
Дякую вам вялікі, Петро Васильевич. З вами было Еўрарадыё. Слухайце нас далей. Спасибо, до свидания. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.